Подождем. Имам! Имам! Кази Магомед! Остановитесь! Остановитесь! Там Маруси и Коронайский с ними. Подвел нас Гамзатек. Аллах с нами. На башню, мюриды! Окружить. Слушаюсь. Быстрее, не задерживайтесь! Быстрее, быстрее! Из этой башни мы уйдем в рай. Огонь!
Сколько полегло? 11. Где Андреевский? Андреевский где? Надень чистое. Подай бочку с порохом. Сейчас. Возьми. Рабство бессмертно. Только ты им не говори. Это слабость. Некоторые наши с геурами. Коронайский тоже. Вон, смотри. Аллах им судья. Шамиль с ними. Не спешите радоваться, голубчик. Шамиль. Прольется теперь кровушка. Отставить пушки! Там Андреевский с казаками! Разнести это гнездо. Голубчик, ты говорил, что собрал мне груши. Где они? Прикажете принести, ваше высокоблагородие? Да, да. Страсть они как мне по душе. Матвей Львович, может, будут новые приказания? Нет, не будет. О, Аллах. Бисмилляхи рахману рахим. Ла илляха иллаллах. Казават. В атаку. Встретимся перед судом Аллаха. Бисмиллахи-рахману рахим. Аллах Аллах. Братцы, вон еще один! Господи, ну зачем нам убивать друг друга? Господи, ну ради чего? Прекратите истерику. Вы российский солдат, а ведете себя как барышня. Это Кази Магомед. На бурку и нести. Отойди, барон.
Поднимите, поднимите! Значит, вы подтверждаете, что это тело имама Кази Магомеда? Это он! Надо немедленно сообщить командующему. Слушаюсь! Мы не будем оплакивать Кази Магомеда. Последуем примеру имама. Лайла хайлала! Лайла хайлала! Лайла хайлала! Какой Бог дал им эту стойкость? Не стрелять! Это Шамиль! Не стрелять! Брать живьем! Кто сбежал? Господин генерал, из этого гнезда вылетела одна птица. Что за птица? Это Шамиль. Шамиль это не просто птица. Шамиль это орел. Господин Коронайский. Шамиль! Уходи. Спасайся сам. Шамиль! Шамиль! О, Аллах, сохрани ему жизнь, спаси его, помоги, Аллах, помоги! Прошу тебя, помоги, Аллах, сохрани ему жизнь, Аллах! Шамиль, хотя и не имам, но самый опасный среди них. Он не скончался от ран. Мы в генеральном штабе имеем точные сведения, что Шамиль жив. Да. Вот, кого вы упустили. Послушайте, что здесь написано. Фанатично предан исламу. Этот так называемый дикий горец разделяет взгляды декабристов. Помышляет об отмене крепостного права. Надеюсь, вы теперь понимаете, какую заразу может нести народом России эта каналья. Дикарь обладает столь широким политическим кругозором, что не уступит своему учителю, этому вдохновителю священной войны Ираги. О полной свободе мечтает, как о высшем благе. Не откажется от своих убеждений, не отречется от веры. Он истый враг.
Почуял запах демократии. В России мужики бунтуют. Молодежь о республике мечтает. Неужели у вас не найдется человека сегодня, который за любые деньги сможет принести голову своего вождя? Неужели нет? А? Ведь на это выделено 1000 червонцев золотом. Любезный наш куратор, мы подготовили человека. Он должен решить судьбу Шамиля и Гамзатбека. Подготовкой занимался поручик Андреевский. Это так? Есть такой человек? Господин полковник. Да, такой человек есть. Хорошо. Молодец. Ха. Очень хорошо. Мне нравится. Ха. Хорошо. Браво! Истинный сын гор. Мне чертовски понравилось ваше искусство. Исрафил, иди сюда. Это только часть его возможностей. Молодцы. Спасибо, Баркала. Благодарю вас. Вы получите большое вознаграждение, если выполните этот важный акт. Акт возмездия. Что это? Это жетон для этого отчаянного горца. Что это? Такие талисманы давали убийцам в древнем Вавилоне. Цари давали. Ваша ученость делает вам честь, поручик. Я доложу об этом главнокомандующему. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ты Муидзин из Гимры? А вы лекарь Абдул-Азиз, тесть Шамиля? Да-да, он жив. Он ранен. Мы только вдвоем спаслись из этого ада. Иншаллах. Идем за ним. Нет, его сюда нельзя. Заходи, заходи. Мы должны выполнить волю покойного Казима Магомеда. Правильно. Где Шамиль? Имамом должен быть ученый человек. Тихо, тихо, Гамзатбек, тихо. Ассаламу алейкум. Пусть простит меня Аллах, что я вошел с оружием в мечеть. Прости ты нас, почтеннейший Зубаир Мулла. Шариат по-арабски – это правильная, верная дорога. Мы должны спасти эту дорогу. Дорогу в рай. По воле Аллаха, всем горцам Дагестана и Чечни предлагаю выступить против неверных за святое дело шариата, за священный казават. Кази Магомед и Шамиль погибли. Их души теперь в раю. Шамиль жив. Что? Где он? Он тяжело ранен. Вот его послание. А где Шамиль? Это тайна. Нашего имама больше нет. Для поддержания ислама нужно следующее. Мне надо уходить. Кто бы ни был предводителем мюридов, внушите народу повиновение ему.
Да не будут наши горцы подобно собакам. Да простит меня Аллах. Да не грызутся они из-за кости властолюбия, тогда как эта кость может быть похищена неверными. Соединимся все против неверных новыми силами, призвав Аллаха на помощь, избрав Гамзатбека для исполнения его воли. Так делали наши отцы, первые мусульмане. Мир вам, Шамиль! Аллахума амин. Так. А ну-ка, повернись. Будет больно. Долго еще? Да. Долго еще, долго. Ну-ка, подними голову, выпей жидкий урбеч. Надо. Магомед Али обещал чернила и бумагу привезти. Где он? Абдул-Азиз, ну как? Будет больно. Придется потерпеть. Не все еще. Нет, будет еще больнее. Терпи. Терпи. Надо, чтобы пчелиное молоко впиталось, а то внутри будет гнить. Вот так. Где твоя рана? Он убьет меня. Дичь – это, господа, моя слабость. Да. Дичь – это тварь, хищник кровожадный. Так называл великий Ермолов наших, дай бог, уже побежденных врагов. Уважаемый господин военный историк, поверьте моему опыту, горцы – достойный противник. Вы им симпатизируете? Смешно же, наконец. Некоторые господа из России
готовы были строить школы для туземцев, чтобы потом воспитывать для себя грамотных врагов. Вы позволите, генерал? Да-да, ради бога. Сегодняшний праздничный обед глубоко уважаемого генерала – это прелюдия к большой симфонии победы. Подумать только, какие события. Второй имам Гамзат-бек взят в плен генералом Стрекаловым и посажен в тюрьму. Шамиль скончался. Таким образом, с мюридизмом покончено раз и навсегда. Глубоко уважаемый генерал, ваше имя я впишу золотыми буквами в историю Кавказской войны. Ура! Ура, господа! Ура! О, Курач, не хабар. Хабаров много в Дагестане. Шамиль жив. Где он? Деньги. Акча. Захар, отведи его к казначею и пусть даст, что положено. Слушаюсь. Где? На старой мельнице. Теперь надо, господа, чтобы народы Кавказа поверили нашему государю-императору. Прочность трона, вернее, все сохраняется лишь там, где государь считает себя первым должностным лицом в своей стране и отцом своего народа. Законы и любовь народная надежнее охраняют власть, нежели солдаты и крепости. Господин генерал, Шамиль жив. Вот так. Господа. Мой сын Шамиль, противник вина. Все урусы, весь Бургистан все пьют. А что, мы, дагестанцы, хуже других, что ли? Шариат, рабство. Рабство кончается после первого рога. Хватит, хватит, сосед. Буду пить. Хватит, сколько можно. Ради Аллаха, хватит. Опоздали? Арус, Шамиль помер. Помер. Эти сказки своей матушке сказывай. Ты с вас возьми. Это жена Шамиля? Да. Мы знаем, что ваш отец Абдул-Азиз лечил на этой мельнице Шамиля. Где Шамиль? Шамиль Кивуги. А это мать Шамиля? Да. Если вы не скажете, где ваш сын, мы подожжем дом. Поджечь? Мы говоришь? Притворяется. Угу. Точно притворяется. Знает. Она все знает. Младенцу ясно. Братцы, я Шамилеву могилу нашел. Сюда! Сюда! Копать! Шамиль был пророком. Больше такого человека не будет. А почему? Почему он не любил вино? А? Да почему?
Почему он не любил меня? Заложника сюда. Я, господа, как поверенный наместника, поддерживаю решение относительно имама Гамзатбека. Мы отказались от жестоких методов Ермолова, и слава Богу. И все же, господа, я бы его не отпустил. Надо кончить эту бойню миром, пока не поздно. Вы, Уцмиев, российский офицер. Рассуждаете как... Да, я российский офицер. Но люблю свою родину. И судьба Дагестана меня глубоко волнует. Я был бы нечестным человеком, если бы скрывал это. Господа, передаю вам мнение наместника. Он желает взять в заложники племянника. Поверите имаму Гамзатбеку? Бог нас рассудит. Увидим. Прекратите. Господа, давайте займемся бунтовщиком. Введите имама. Слушаюсь. Садитесь. С сегодняшнего дня вы должны распустить мюридов, а также оказывать всяческие услуги его императорскому величеству, если это понадобится. За это командование обещает вам пожизненную пенсию и угодья земли. Вы понимаете? Понимаю. Я все хорошо понимаю. Моя война кончилась. Дай-то Бог, дай-то Бог. Мой кардаш там, племянник. Аманат есть. Снимите с него цепи. Вот за это огромное тебе спасибо. Баркала тебе. Принесите уж заодно ему его оружие. Верните ему его оружие. Подпиши. Басков. Якши кардаш. Не верю я ни одному из них. Хоть убейте. На плац, господа. Дядя! Дядя! Мужчина. Племянник мой. Прощай. Дядя! Прощай. Что с вами, князь? Я не думал, что вы такой сентиментальный. Я вспомнил свое детство. 40 лет тому назад меня вот так же отдали в заложники. Дядя! Дядя! Дядя!
любимая печенка. Баркала тебе, спасибо. А что, козовата больше не будет? Вот, крови больше не хочу. Хватит. Народ наш гибнет. Его одолевают болезнь, нищета, разврат, пьянство, взятки, которые берут ханы и старшины. Шариат нам нужен. Или мы будем двойными рабами беков и урусов. Болтун ты. Ни один мусульманин не должен быть рабом другого. Да пусть простит меня Аллах, великий и всемогущий. Но я сомневаюсь, что можно выполнить все эти законы. Да, сомневаюсь. Подгорело. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. За сколько туманов ты продал шариат, Гамзат-бек? Напрасно мы выбрали тебя имамом, предатель! Кто это сказал? Я сказал. Как вы смеете упрекать меня? Во многих аулах утром вы поднимаете казават, а вечером предаете святое дело. Это вы на каждом шагу предаете шариат. Народ, видя ваш образ жизни, отворачивается от вас. Вы пьянствуете, курите, грабите своих же. В Лезгинистане, в бою с урусами, вы разбежались, как трусливые шакалы. Имам! Не перебивайте меня! Зарубил бы я тебя, юноша. Да не хочу грех на душу брать. Рабами вы родились. И рабами умрете. Устал я. Шамиль! Шамиль! Ассалам алейкум! Алейкум ассалам! Мюриды! Наша священная война за шариат не угаснет со смертью нашего мученика Кази-Магомеда. Нет, воскреснет с новой силой. А ты сложил оружие. Мы уничтожим рабство и рабское в каждом. Истина с нами. Кто поднимет оружие против истины, тот поднимет его на свою погибель. Шариат и его законы должны спасти наш народ от нравственного падения, от мерзости и дикости. Слава Аллаху Всевышнему. Аллаху амин. Аллаху амин. Аллаху амин. К сожалению, братья Мюриды, я должен исчезнуть. Счастливого тебе пути. Раны дают о себе знать. Гамзатбек, как только я выздоровлю, я сам тебя найду. Не ищи меня. А заложников вырви у уросов. Был у меня такой мальчишка, Никола. Помер через год, когда меня забрали после Сенатской. А какова судьба будет у этого горца, когда мы победим? Мальчишка станет русским горцем. Это что-то новое. Да. Вы хотите, чтобы они перестали быть горцами? И чтобы они стали плохими русскими? Забыли свой язык, свою родную историю, свою славу? Такова, брат, судьба малых народов. Мы проглотим их, барон, растворим их в себе. Когда рядом погибает малый народ, большому народу грош цена.
Таков закон. Мы великий народ, у нас аппетит огромнейший. Мы, барон, съели Золотую Орду. Что для нашей имперской глотки маленький Дагестан? Горцы. Не останавливайся, барон! Гони через речку! Ничего, ничего, сынок. Не ушибся? О, Господи. Дядя. Племянник мой. Дядя, не убивайте его, не убивайте. Он, ой, якщо рус, не убивайте его, дядя, не убивайте его, не убивайте. Не убивайте. Оставьте его. Не убивайте. Да, скоро придут мюриды. Конец нашим праздникам. Защитники шариата. Сами пьют, как свиньи, а мы тьфу! Ах вы неверные собаки! А ну прочь отсюда! Не приставайте к нему! Оставьте его! Он мой сосед! Пошел отсюда, пьяница! Родной ты мой золотой! Слышишь, что они говорят? Да выгоняют тебя из родного аула! Слышишь? Скажи! Уходят отсюда! Оставить нас! Оставить! Прекратим жить мирно с урусами! Моя стоферила! Мой Аллах! Дайте же сыну войти в дом! Пойдем, родной, пойдем! Солдаты! И сожгут жилище! Ассаламу алейкум, Шамиль! Алейкум ассалам! Что ты хочешь от нас? Скажи! Правильно! Я хочу, чтобы вы не отказывали себе в высшем благе свободе. Я хочу, чтобы девушки выходили замуж по любви. Я хочу, чтобы вы не курили. Вы бедные и нищие, и пьете при этом. Развратничаете, воруете друг у друга. Вы сгниете от такой жизни. Без веры, без шариата вас ожидают великие оскорбления, великие беды. Поймите это, люди. Ты не изменишь нашу жизнь, сын мой. Не мучайся и не мучай нас. Проповедник, уходи из аула! Придут урусы и начнут рубить наши сады. Но жить в рабстве постыдно. Ради Аллаха, уходи. Старшина пошел за солдатами. Без тебя в ауле будет спокойно. Уходи. Сынок, уходи отсюда.
Уезжай, родной, уезжай. Хорошо, мать, я уеду. Я уеду. Мне жаль вас, люди. Вай, Аллах, сохрани. Дамы и господа, я счастлив сегодня. Наш главнокомандующий Михаил Семенович оказал честь моему дому. Мы все прекрасно знаем, кем он является для нашего Отечества в это историческое время. Поэтому пожелаем ему доброго здоровья и побед во славу русского оружия. Nous sommes heureux que vous êtes arrivés. Acceptez-vous ce bouquet? Nous vous avons attendu très longtemps. Вы знаете, есть сведения, что Шамиль все это время, несмотря на свои раны, разрабатывает план создания регулярной армии. Удивительное явление. Дикий горец. Откуда этот ум? Гамзатбек уже более половины аварии освободил от рабства и установил шариат. Вот что значит появление Шамиля. Кто владеет аварией, владеет Дагестаном. Кто владеет Дагестаном, владеет Кавказом. Ермолова на них нет. Милостивый государь, вырезать взрослых мужчин, а женщин и детей продавать в рабство – это позорная страница в истории России, о которой вы с восхищением пишете в своих публикациях. Тихо, господа. Главнокомандующий говорит. Демократия, свобода, конституция. Это для Европы, господа. Наивный народ. Они не знают, несчастные, что те же вожаки, вожди, они отнимут у них свободу, как только возьмут в свои руки власть. Наш российский мужик, он не сможет жить без барина. Вот горец – это не российский мужик. Я искренне жалею их, горцев. Но жалость нам не друг сегодня. Его Величество Император ждет от нас победы. Все о делах войны. Давайте поднимем бокалы за наших очаровательных дам. Из-за этих кровожадных зверей-горцев, из-за их глупостей, Россия теряет свой военный потенциал. Милостивый государь, я имею прямое отношение к этим диким горцам. Я не намерен больше терпеть ваши скверные высказывания по отношению к моим соотечественникам, которые вы себе позволяете уже не в первый раз. Извольте извиниться. Господа, спокойствие! Прекратите, наконец! Я требую извинений. Ни за что! Вы каналья и подлец! Господа, главнокомандующий услышал. Закройте дверь! Умоляю, спокойствие. Дуэль! На чем изволите? О саблях! Хорошо. Утром я пришлю своих секундантов. Честь имею.
Я не кровожадный. Я прощаю вас. Господа офицеры, вас срочно требует к себе генерал. Моя мать ханша аварии Бахубике позвала в Хунзах имама Гамзатбека, чтобы у нас был шариат. Это обман. Это наша хитрость. Понимаешь, это генерал. Сколько черни у нас прошло в сторону аварии? Более 2000, ваше превосходительство. Мать постарается задержать Гамзатбека, пока придут ваши солдаты. Это заманчиво. Господа, наверное, надо доложить главнокомандующему. Разумеется. У нас только 200 нукеров, которые против имама. Мы с матерью так думаем. Пойдем мы с братом в лагерь Гамзатбека. Обманывать будем, понимаете? Задерживать их, чтобы они в крепость не вошли. Где ваш молочный брат Хаджи Мурат? Он такой шалтай-болтай. Нас не любит. Хунзах. Придется подтягивать силы из Грозного и из Шуры. Понадобится минимум неделя. Опять прольется кровь. Пусть прольется. Ну что ж, ждите солдат. Чего мы ждем? Чего мы тянем? Почему не штурмуем? Она сама позвала меня сюда, чтобы распространить шариат в аварии. Шамиль, может быть, на этот раз без крови обойдемся? Это капкан. Власть в наших руках. Нельзя верить этой женщине. Надо посоветоваться с народом. Прошла неделя с лишним, а вы не принимаете шариат. Гамзатбека я поила, кормила, ласкала вот этими вот руками. Что же, он теперь мне не верит? Мы не верим вам. Мы пришли за залогом. Дайте нам вашего сына Булача. Это требование Гамзатбека? Да. Хорошо. Приведи младшего. А что? Гамзатбек сам сюда не явился. Он что, испугался? Или же совестно стало? Уважаемые Бахубики, ваш сын – это гарантия, что вы примете шариат. Берите. Мама! И уходите. Пошли, пошли. Держи. Мать. Где урусы? Они будут здесь через неделю. Поздно. Что делать? Сделаем, как ты задумала, мать. Пошли. Главное сейчас овладеть аварией, укрепиться в родном Дагестане. Братья-чеченцы и другие народы ждут нашего подъема. Сыновья ханши с нукерами просятся
к вам на переговоры. Вот видишь, Шамиль, я же говорил тебе. Пусть войдут. Шамиль, иди навстречу гостям, а я переоденусь. Иди. Алейкум ассалам. Алейкум ассалам. Шамиль, передаю тебе слова ханши. Ты пользуешься у Гамзатбека большим уважением. Отведи его от Хунзаха. Получишь 200 наличными. Что? Ва! Ты глубоко оскорбил меня. Запомни, меня нельзя купить. Прости меня. Аллах тебе судья. Прости, Шамиль. Давайте договоримся, что авария не только принимает шариат, но и участвует в казавате против неверных. Ведь так? Но дайте нам время. Хорошо. Если вы за шариат, то разрушьте укрепление башни Хунзаской крепости. Это будет свидетельством доверия. У вас мой брат Булат Шаманат. Этого мало. Хорошо. Хорошо, успокойтесь. Среди вас находится убийца моего двоюродного брата. Если вы дадите его, я вам поверю. Я не могу нарушить законы гостеприимства. Поймите меня. Тогда мы не верим. Ну, хорошо. Я посоветуюсь. Передайте всем, пусть готовятся. Я помолюсь еще. Твое слово, Нуцалхан. Мы принимаем шариат, но дайте нам время. Народ же надо уговорить. Вы ждете урусов? Нет, это неправда. Если это неправда, то все вы останетесь здесь, пока наши люди не войдут в Хунзах. На Хунзах мирились! Хунзакцы! Они хотят нас убить! Не дадимся! Убейте Газабе! Что произошло? Они тебя очень хотели убить. Коня! Коня мне! На этот раз и я умираю, Шамиль, за веру. Твоя душа будет в раю, брат мой. Где Бахубике? Там у себя. Это что? Казна!
Нет, нет, ты не смеешь! Ты идиотом решила продать Дагестан! Это ты! Ты толкаешь всех на зверство! Не нужен людям шариат, запомни! Я тону в крови! Гамзатбек, не позорься! Дьявол в тебе сейчас говорит. Мы делаем богоугодное дело. Верная дорога к истине! Верная дорога! Верная дорога кровавыми руками! Чтобы народ был народом, сильный кулак нужен. Вот именно этот кулак породит новых лицемеров. Нет, я не буду больше воевать. Я устал. Уйдем из Хонзаха. Нет. Я останусь здесь. Но тебя могут убить. Пусть. Запомни, Шамиль. Нет рая под тенью сабель. Шамиль, запомни. Прощай, брат. Я остаюсь. Все. Ассалам алейкум. Это я, Аман Ассалам. Гаджи. А это все старейшины аварии. Они все почтенные люди. Мы решили принять шариат. А ты, имам, благослови нас. Ассалам алейкум. Напрасно он там остался. И знаешь, что я понял? Гамзатбек ищет свою смерть. Это дорога в аул. Надо последнего хана убить, пока урусы из него не сделали знамя аварии. Юнус! Там в тюрьме Булач. Что с ним будем делать, Саид? Убить Шамиль, сбросить в пропасть. Я понял. Арслан, Кара, со мной! Давайте здесь. Ну, слезай. Стой, стой! Ну, лезь, мешок. Зачем? Залезай, залезай, мешок. Тебя никто не должен видеть. Узнают еще, что ты сын ханши убил. Понял? Залезай. Зачем? Ну, давай. Зачем, зачем? Подождите. Свисток остался. Давайте подумаем, нужен ли Аллаху этот полосатый подарок. Давай сперва выкинем, а потом подумаем. Наше тайное общество постановило за злодеяние над жителями аварии совершить суд над Гамзатбеком. Убить его в пятницу. Возложить правление над аварией на Хаджи Мурата Хунзахского. Да благословит нас Аллах. Аллахумма амин. Аллахумма амин. Урусы огорчили нас. Солдат до сих пор нет.
Кумыки, бугленцы, ирпелинцы восстали против шамхалов. Солдаты там наводят порядок. Наше дело мы согласовали с урусами. Подождем до пятницы. Праздник Рамазана, и все. Иншаллах. Я же приказал всем быть без оружия. Я не выполнил твой приказ, имам. Почему не встаете перед имамом? Стойте! Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кто это сделал? Улунай Каранайский, твой злейший враг, Шамиль. Он пришел сюда с десятком русов. Но их поймали наши пастухи. Он хотел увезти твою мать и Фатиму с детьми. Где Каранайский? Он здесь, в Гемрах, в тюрьме. Юнус, приведи его сюда. Если тюремщик начнет возражать, скажи, что я ему и Улунаю отрублю голову. Понял ты? Я понял. Сколько ты пил с моим покойным отцом, и до сих пор продолжаешь свое грешное дело. Он уже не пьет, брось. Теперь я буду в отъезде, за вами тоже будет охота. Я укрою их в надежном месте, Шамиль. В Хунзахе приняли шариат. Гамзатбек там. Иншаллах. Скажу тебе в лицо, Шамиль. Все людские страдания от тебя, сатрап. Развяжите ему руки. Время нас рассудит. Ну чего ждешь? Убей меня! Патимат, убери детей! Шамиль, ради Аллаха. Уйди, мать! Шамиль, не надо! Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Что случилось? Убит Гамзатбек. Аварию управляет Хаджи Мурат. Вот так вам и надо. Будете вы прокляты все со своим шариатом. Убей его, Шамиль! Шамиль, не надо, Шамиль! Смерть! Не надо! Народ ждет тебя на священной горе. Тебя хотят избрать имамом. Ты не имеешь права отказываться. Я вижу тысячи людей, строящих нашу крепость, которую может разрушить один. Так что же может построить один, когда сзади тысячи разрушителей? Рай для нас под тенью сабель. Да благословит нас Аллах! Аллахума амин! Аллахума амин! Благослови нас, Аллах! Аллахума амин! Аллахума амин! Аллах, сохрани его.
илаллах, ла илаха илаллах, ла илаха илаллах.